Длинный коридор и отдельная детская. Для Айзы, Анны и Якова это главный плюс переезда в четырехкомнатную квартиру. Хозяйка Дора Николаевна радуется просторной кухне и душевой комнате. У семьи Спиридоновых 5 детей. Раньше они ютились в двушке. Новое жилье получили по программе поддержки многодетных семей. Все условия есть, и душ, и туалет, и балкон. Как в городских условиях. Все довольны. Как раз напротив тоже строится 12-квартирный дом. Этот двухэтажный дом – еще один объект социального жилья. Его ввода ждут десятки семей поселка Саскылах. До наступления сильных морозов строители закончили наружные работы. Сейчас они занимаются внутренней отделкой. Дома в заполярном поселке строят с применением технологии МХМ, проще говоря, массивных деревянных панелей. Основное преимущество зданий – экологичность материала, стабильность формы, повышенная сейсмоустойчивость. Не меньшее значение имеет и быстрота возведения. Перед собой поставили задачу построить вместо одной снесенной квартиры 2 благоустроенные квартиры. Пока мы обходимся локальным благоустройством, но в плане стоит центральное благоустройство населенных пунктов. Ежегодно в Анабарском районе должны ввести более 1300 квадратных метров жилья. По итогам этого года Арктический улус перевыполнит свой план почти в 2 раза. Кроме новых благоустроенных домов, здесь строятся и социальные объекты. 200 квадратных метров бизнес-инкубатора должны решить проблему с безработицей. Ключевым предприятием здесь станет пушно-меховой цех. Объект почти готов к эксплуатации. Осталось самое сложное. Сейчас мы делаем отопление. Надо запустить. Не говорю, что такие большие у нас прибыли, но так работаем. И эти местные ребята работают, подключаем их. Другой новый социальный объект можно увидеть со всех концов деревни. Возведение детского сада местная администрация добивалась долго. Пока строительство приостановлено. Рабочие ждут открытия автозимника, чтобы доставить новую партию материалов. После дошкольного учреждения на очереди у заполярных строителей бассейн. Айна Винокурова, Денис Попов, Вести, Анабарский район.